6 сентября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,17 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2456 до 10,15 сомони, 1 евро от 10,1718 до 10,13 сомони, 1 российский рубль от 0,1653 до 0,1680 сомони. Стоимость золота во вторник утром несколько поднимается в отсутствие особых драйверов. Некоторым позитивным фактором сейчас для него выступает небольшая коррекция курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам и составляет $1728.35 за тройскую унцию. Центробанк России опубликовал данные о том, граждане каких стран инвестируют в российский рынок ценных бумаг через локальных брокеров. Общее количество таких инвесторов к концу июня этого года с совокупными активами в размере 25,8 миллиардов рублей составило 18,8 тысяч человек. При этом за второй квартал этого года их число выросло на более чем 1000 человек или на 6%. Лидерами стран по числу таких инвесторов стали государства постсоветского пространства: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина, Кыргызстан и Таджикистан. Лучшую динамику по росту численности показали инвесторы из Таджикистана. За второй квартал их число на российском рынке выросло на 23%. Также увеличилось число инвесторов из Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Индии, Китая и Сербии. Но если ранжировать страны не по числу инвесторов, а по размеру инвестиций, то лидируют совсем другие государства. Таджикистан окажет гуманитарную помощь народу Пакистана в связи со стихийными бедствиями в этой стране. Как сообщили в пресс-службе президенту, по поручению президента Эмомали Рахмона было принято решение Госкомиссии правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям, согласно которому Пакистану выделена гуманитарная помощь. Помощь состоит из 500 тонн муки, 500 тонн питьевой воды, 1000 тонн угля, 1000 тонн цемента и 2000 штук шифера на общую сумму в $12,2 миллиона. Колонна с гуманитарной помощью народу Пакистана отправится завтра утром. Таджикистан и Узбекистан договорились о снижении стоимости билетов на поезд, который курсирует по маршруту Душанбе и Ташкент-Душанбе. Цена снизится на 20%, об этом сообщает подробно.уз. Соответствующие договоренности заключены в ходе переговоров руководства Узбекистан Тимир Юллары и Рохи Охани Таджикистан. 6 сентября этого года будет предоставлена дополнительная скидка в 20% на стоимость билета международного пассажирского поезда по маршруту Душанбе и Ташкент-Душанбе, отметили в Узбекистан Тимир Юллары. Казахстан в сентябре планирует импортировать до 100 тысяч тонн дизельного топлива из России. Об этом, как передает власти.кз, сообщили в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Булат Акчакулов. Предполагаемые объемы 2 партии, общий итог до 100 тысяч тонн. Однозначно, что этот объем будет из Российской Федерации. У нас ближайший поставщик дистоплива в таком количестве просто нет, сказал Акчакулов. Он заверил, что данный объем закупки горючего был предусмотрен изначально в рамках индикативных балансов. Сейчас уже отгрузка началась, компания «Казмунгай» этим вопросом занимается. Мы в скором времени ожидаем первую партию импортного дизельного топлива, добавил глава ведомства. В августе казахстанцы столкнулись с дефицитом дизельного топлива на отечественных заправках. Его либо отпускали по талонам, либо ограниченным объемом в одни руки. Основной причиной нехватки горючего профильные ведомства назвали транзитный транспорт, вывозящий большие объемы солярки за пределы Казахстана, в страны, где цена на нее значительно выше. Для борьбы с проблемой с 22 августа в республике были введены дифференцированные цены на дизтопливо. Теперь иностранцы его должны продавать почти вдвое дороже, чем гражданам Республики Казахстан.